Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Сегодня у нас в гостях коллектив Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II. Ушницкая Сардана Егоровна, замдиректора Института развития образования и повышения квалификации имени Донского II, кандидат педагогических наук, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия. Добрый день. Здравствуйте. Данилова Мария Прокопьевна, завкафедрой естественно-научного образования, почетный работник образования Российской Федерации, отличник образования Республики Саха-Якутия. Приветствую вас. И Алексеева Галина Ивановна, научный руководитель института, доктор педагогических наук, почетный работник просвещения Российской Федерации, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия. Приветствую в студии. Добрый день. В первую очередь хочу вас поздравить с Днем родного языка, письменности, Спасибо. который мы отмечаем сегодня всей республикой. И в этот замечательный день вы пришли к нам в студию, чтобы и этот праздник разделить, и про институт ваш сегодня нам рассказать. Ваш институт уже с большой и богатой историей идей. И вот какие традиции вы сохраняете до сих пор? Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Да, действительно, наш институт развития образования и повышения квалификации носит имя Семена Николаевича Донского II, которому в 2025 году исполнилось 130 лет. Традиционно, конечно, наш институт имеет большие такие традиции, наш институт. Нашему институту уже 87 лет, как создавался наш институт. И, конечно, традиции очень большие. Мы очень чтим память нашего основателя Семена Николаевича Донского II, потому что мы прекрасно знаем, что он был первым наркомом просвещения Якутской АССР. Очень многое внимание и очень большую лепту внес как раз изучение родного якутского языка. Сегодня мы в связи с этим, конечно, поздравляем всех радиослушателей и телезрителей этим прекрасным праздником нашего родного якутского языка. И очень большое внимание Семен Николаевич уделял именно тому, чтобы наши все предметы обучались на родном якутском языке. Он обосновал научную школу для того, чтобы были созданы учебники. То есть человек, работая в первой половине 20 века, сделал очень большое такое развитие именно системы образования нашей республики. Поэтому эта традиция о том, что именно мы создаем наши учебники на своем родном языке, о том, что преподаем на родном языке, и то, что мы обоснуем научную школу для преподавания вообще в наших школах. Все эти традиции, и говорим о качестве образования, те же самые проблемы, которые стояли в первой половине 20 века, эти все, и те проблемы, и все эти традиции, все сегодня у нас сохранились. И сегодня, я думаю, мои коллеги молодые, сегодня про это мы будем говорить с нашими радиослушателями и телезрителями. А сейчас сколько человек работает в команде института? В нашем институте работает сейчас 80 человек. Конечно, первые годы, это в 1939 году всего было не как институт он создавался, это было создано как педагогический кабинет, где работало 7 человек. Но вы сегодня видите, конечно, состав очень такой у нас большой. Скажем, у нас есть критерии подбора кадров в нашем институте, например, это люди, которые прошли образовательные учреждения, которые работали в школах, причем показывают лучшие результаты в школах, и поэтому они работают сейчас всем учительством республики. Это люди, которые, как я вначале говорила, работают все-таки научным с таким обоснованием, остепененные. И эта работа, конечно, вся эта работа качественно ведется в самом коллективе
Института развития образования. Конечно, почти за 90 лет очень много традиций, очень много успехов. И, конечно, мы очень так системно работаем над тем, чтобы вся наша система образования работала результативно и для детей, и для учителей, и для всей педагогической общественности. Я вот часто слышу о единстве системы образования. Каким образом вы представляете единство работы системы образования, деятельной школы, педагогов, воспитателей, управления образования, обучающихся и вот ваш институт в целом? Добрый день. Ага. Ну, вообще, вот если говорить про единство, да, образования, единство образовательной политики, важно подчеркнуть, что вот система образования является именно ключевым фактором вообще социально-экономического развития всей страны. Потому что если как идет образование, да, как действует, как мы вырабатываем стратегию системы образования, от этого зависит и кадры, и промышленность, и экономика страны. Поэтому вот когда у нас будет единая кадровая политика вот, в государственной области, сфере образования, да, должно быть единство понятия, единство концепции. Это, например, можем сказать, что у нас есть единые, например, единое расписание, единые учебные планы, единые программы. И все это, ну, вообще можно представить это как реку, можно как реку представить. Это вот наше образование. Но должны быть строго очерченные берега. Это когда все должно быть регламентировано, да, федеральными государственными стандартами и нашими региональными. И тогда вот дети, обучающиеся, вся наша школа, педагогическая общественность, они все идут к одному цели, да, к одной цели, это повышение качества образования. И это все образует такое единство, когда у нас единые задачи, единые цели. Это и называется единством. Образование. Да, здесь можно сказать, что действительно, вот как Сардания Егоровна говорит, мы имеем ребенок, который проживает и в сельской местности, и ребенок, который, например, проживает в Москве, столице нашей Родины, да, они должны иметь равные возможности. Вот поэтому это единство образовательного плана, программы, оно должно быть единым для всех, и где бы они ни жили, то есть это должны быть одинаковые стартовые возможности. Доступность, равенство и качество образования для всех должно быть единым. Вот Галина Ивановна буквально сказала, 80 человек работают в институте. Сколько школ по республике? Сколько образовательных учреждений по всей Якутии? Общеобразовательных организаций 633. Это вот школы, 633 школы. Детских садов у нас 767 детских образовательных организаций. А педагогических работников у нас 31 031. И туда и входят управленческие кадры, педагогические. Также входят преподаватели профессиональных образовательных организаций, педагоги доп. Образования. А чисто вот учителей их 18 000. 18 000 учителей. И вот всех мы их охватываем нашей деятельностью в течение года. В рамках нашего государственного задания мы должны были охватить 5 000 педагогических работников, но у нас, вот как практика показывает, мы более 10 000 обучаем. Это курсами охватываем более 10 000. Ежегодно. Перевыполняем план. Потому что есть востребованность. Да, люди хотят, и мы, конечно, если есть такие потребности, мы, конечно, работаем. Наша задача, название института так и говорит, что это Институт развития образования и повышения квалификации. Поэтому мы работаем, чтобы поднять, повышать квалификацию наших педагогов. А детей сколько? 150, более 150 000 обучающихся, это только школа. Это только школы. Ну вот, опять же, в этом моменте хотелось бы уже к Марии Прокопьевне перейти и задать вопрос. ВПР
ОГЭ, ЕГЭ. Вот Да, как эти вы? все, как говорят, буквы, Аббревиатуры. да. аббревиатуры, которые уже вошли прочно, да, в нашу жизнь. И Сардана Егоровна сказала про единство системы образования. Если мы говорим о единстве, то, соответственно, и требования должны быть тоже едины. И качество образования сегодня оценивается независимой процедурой оценки. Это у нас всероссийские проверочные работы, которые имеют формат контрольных работ. Это основной государственный экзамен на ступени основного общего образования и единый государственный экзамен. Это уже когда обучающийся получает аттестат о среднем общем образовании. Ну и здесь следует сказать, что единый государственный экзамен, когда дети выбирают предметы по выбору, это является конкурсным экзаменом для поступления в высшие учебные заведения. Поэтому результаты ЕГЭ, они волнуют не только школы, прежде всего они волнуют родителей, самого выпускника школы, потому что с этими баллами он идет дальше получать свою профессию. Мгм. Как хорошо, что в мое время было чуть-чуть с этим попроще. Мы сдавали опять же, да? Да. Помните? Но зато единый государственный экзамен, он открывает равные возможности. Если раньше, вот до единого государственного экзамена, дети вынуждены были ехать в города, в центральные города, чтобы там сдать вступительные экзамены, испытания, как мы говорим, то сейчас результаты ЕГЭ дают возможность даже выпускнику с глубинки попробовать себя в конкурсном испытании во многих центральных городах Российской Федерации в целом. Это, конечно, очень и очень большие возможности открывает. Да, и еще знаете, что было в мое время? Вот, ладно, там не было и ЕГЭ, да, но у нас было одно условие. Вы подаете конкретно документы в одно учебное заведение, это выехав практически из своего родного города, и после этого уже как бы идут у нас СПО. Ну, средние Если не колледжи. поступать, да. Да. Ну, сейчас есть такие очень большие возможности, как сказано было. И ребенок имеет право сдавать по этим же результатам единого государственного экзамена на 5 специальностей. Да, на 5 направлений. На 5 И направлений. лишние пару месяцев еще и дома побыть, да? Да, он отдыхает после государственных экзаменов, подольше с родителями, может побыть до начала учебного года. Это, конечно, очень большой плюс. Мгм. Ну и в целом, наверное, картина в любом случае, да, у нас по... Ну и тексты, как мы говорим, контрольные измерительные материалы, они тоже едины для всех школ Российской Федерации, они все едины по своей сложности, по типу, да, заданий. Это позволяет не только оценивать индивидуальные достижения обучающихся, а результаты ЕГЭ у нас являются показателями качества, уровня системы образования школ, районов и регионов в целом. В целом для себя я заметила такую тенденцию, что вот с годами почему-то дети, в основном мальчики, уходят после 9 класса, сдав ОГЭ. И это есть такое, да? Вот я, значит, не одна. И, это же не есть плохо. Да. Это большой же импульс тоже им, да, пойти и получить, сдав ОГЭ. Да, потому что, вы знаете, когда это индивидуальная траектория каждого и право каждого ученика, ребенка получить, допустим, специальность в среднем профобразовании в заведении. И не следует забывать, что после окончания СУЗов выпускники тоже имеют возможности поступить в высшие учебные заведения. Только сейчас уже изменения, только в профильное направление они поступают по тестированию, а если это не профильное направление, то они должны сдать тоже единый государственный экзамен. Ну это же недавнее нововведение. Да, по-моему, это недавнее нововведение. Раньше можно было поступить только по профтестированию. Вообще качество образования — это же не только образовательный результат. Это вообще комплексная характеристика. Да. Это состоит, например, образовательные результаты, первое, да? Второе — это кадровый потенциал.
Это образовательная среда школы. Вот из этих основных компонентов состоит качество образования. И здесь мы должны говорить о развитии кадрового потенциала. То есть это учителя. Это и ресурсное обеспечение. Да, материально-техническое. Да, в последнее время, конечно, сейчас все мы говорим, что у нас действительно не хватает учителей. Есть такая большая проблема, что открывается очень много вакансий почти во всех образовательных учреждениях. Есть такой момент, это проблема большая, да. Но вот, например, очень много в этом направлении ведется работы со стороны Министерства образования и науки нашей республики, со стороны и нашего Института развития образования и повышения квалификации, со стороны Минпросвещения Российской Федерации. Есть такие очень хорошие проекты, как «Земский учитель». Это когда по конкурсу набираются учителя, и они выезжают в те места, где не хватает учителей. По этой программе у нас уже 6-й год работаем. Да, 2021 года здесь этот проект работает федеральный. Более 70 учителей уже работает. Положительная динамика есть. Да. Некоторые остались работать после 5 лет. Да, наш институт провел большой форум, чтобы анализировать. Форум именно учителей, которые переехали работать по этой программе. Земский учитель. И вот, когда мы провели форум, с ними на основании этого мероприятия мы посмотрели, на какие есть проблемы, на что большое внимание уделяется. И действительно, как Сардана Егоровна говорит, есть учителя, которые захотели остаться дальше работать в нашей республике. Это из других регионов они приехавшие. Более 40 учителей были из других регионов. На 5 лет здесь во благо нашей республики работали. Некоторые даже участвовали на конкурсах профессионального мастерства. Которые при институте проходят. И в этом году участвовали, очень успешно участвуют. Да. Поэтому они очень рады гостеприимству нашей республики, тому, что как их принимают. Но это благодаря вам. Да, это федеральный проект, но операторами является институт. Да, институт. Тоже решает кадровые вопросы. Еще у нас другие проекты есть. Да, у нас по устранению проблем нехватки педагогических кадров работает проект «Сетевой учитель». Да? И одна модель вот этого проекта работает с федеральным компанией просвещения. Это 7-8 классы детей из школ. У нас 10 школ подключены в этот проект. Детей 7-8 класса по химии, по физике и по биологии изучает федеральный оператор. Это специалист группы компаний просвещения, учитель. И все дети вот этих 10 школ подключаются как единый класс. Обучение происходит только дистанционно. Работают у нас еще внутри нашего учебного центра, который работает как структурное подразделение института. Следующая модель сетевого учителя. У нас в республике 30% школ малокомплектные. И в малокомплектных школах очень сложно реализовать, организовать профильное обучение, когда выпускники школ, обучающиеся, не могут изучить предмет на углубленном уровне. А кодификатора — это содержание, да, определение содержания КИМов единого государственного экзамена, они сведены только к программе углубленного уровня. И у нас создан учебный центр для устранения вот этой проблемы, решения. У нас есть пул учителей-наставников из числа экспертов по 5 предметам, 40 учителей. Мы объединяем детей, которые из малокомплектных, отдаленных районов, в группы, и мы обучаем этих детей уже углубленно по биологии, химии, физике и профильной математике. И формат такой работы с 23 года дает свои результаты. Все дети, мы обучаем 2000 детей, охватываем ежегодно. И все эти дети преодолевают минимальный порог, то есть они сдают хорошо единый государственный экзамен. Ну и в целом эта системная работа, она привела к повышению среднего балла единого государственного экзамена с 23 года у нас по профильной математике, по физике на 10 баллов.
Вот. По химии, по биологии тоже идет повышение. Обязательно, Мария Прокопьевна. Мы это продолжим после рекламы. Сейчас буквально на 4 минуты, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы продолжаем нашу беседу, и буквально до ухода на рекламу Мария Прокопьевна рассказывала про учебный центр при институте, и вот хочется узнать еще более подробно. Ну, учебный центр, который открылся, еще раз повторюсь, в 2023 году на базе нашего института, он был актуализирован по указу главы нашего региона Айсена Николаева. Айсен Николаев прилагает очень большое внимание к развитию качества образования у нас в республике. И самое примечательное то, что для всех вот этих 2000 обучающихся у нас занятия ведутся абсолютно бесплатно. Но у нас не 2000, как у нас определено в проекте. У нас занимаются гораздо больше детей, потому что наставники не могут отказать, если ребенок хочет заниматься в группе. Получается. Дети хотят, заявок было очень много. Так я понимаю, вот эта вот идея, это детище практически вашего института, да? Вот я так понимаю, что субъекты Российской Федерации и другие тоже же заинтересуются, потому что у них-то тоже в некоторых регионах расстояния большие. Опытом, работы учебного центра региона интересуется, особенности Дальнего Востока, потому что мы живем в похожих географических условиях, и мы будем масштабировать опыт нашего учебного центра, и очень надеемся, что мы будем расширяться еще. Вообще отлично, просто... Тут уму непостижимо ИИ. Да, искусственный интеллект, да. Ну и по обеспечению кадрами, я могу тоже добавить, что в нашем институте разработан проект и уже запущен, который называется «Многопрофильный учитель». Многопрофильный — это тоже была такая идея нашего главы Илдархана. Перед главой мы выступали с этим проектом, получили большое одобрение, и сейчас уже вот этот проект запускается. В чем вот идея этого проекта? Само название говорит «многопрофильный учитель». Это вот как раз мы сегодня говорим и про малокомплектные школы, где действительно не хватает и учителей, и часов там не хватает, поэтому мы должны подготовить для этого наших педагогов. У нас есть программа переподготовки, и если есть учитель математики, он имеет право, по нашей программе может учить и физику, и информатику. То есть 3 предмета может учить один учитель математики или физики, или информатики. Это один проект, одно направление. Второе направление, когда учитель химии может преподавать биологию, географию, тоже 3 предмета. И этим очень заинтересовались наши учителя малокомплектных школ, потому что действительно там и детей мало, и часов мало. На полноценную ставку, туда, конечно, всех не обеспечишь такой цельной ставкой и нагрузкой. Поэтому вот этот, мне кажется, этот проект очень заинтересовали все малокомплектные, малочисленные школы. Так, и третье направление — это когда учителя начальных классов имеют право тоже преподавать, скажем, в 5-6 классах математику, потому что математику можно преподавать в 5-6 классах, это не алгебра, это не геометрия. Учитель начальных классов тоже имеет возможность преподавать, потому что высшую математику учителя начальных классов изучают и в пединститутах, университетах. Они совершенно владеют, скажем, высшей математикой. Поэтому мы это тоже эту переподготовку, такую образовательную программу уже разработали и запускаем. И третье направление — это когда учителя начальных классов могут учить в 5, 6, 7 классах русский язык и литературу. Уже этот проект запускается в марте месяце. Желающих очень много, и мы надеемся, что этот проект будет очень такой востребован нашими учителями, нашими образовательными учреждениями. Мария Прокопьевна что-то хочет добавить по этому направлению?
очень важно, чтобы, сложно, когда учитель преподает несколько предметов. Да. И по программе переподготовки мы не только обучаем, даем диплом, да, государственного образца, мы будем еще вести методические, сопровождать этого учителя, чтобы преподавание нескольких предметов было на должном уровне. Да, это правильно, потому что вот сами наши заведующие кафедры сами разработали эту программу, поэтому они очень заинтересованы, чтобы вот человек получил диплом, но дальше мы не прерываем, как сегодня вот сказано, да, связь с ними, и дальше продолжаем и сопровождаем этих учителей, как они вот будут, и все это будет реализовано как раз вот в деятельности школ, в деятельности наших учителей. Ну, результат, наверное, вы уже примерно через год нам расскажете. Да, как видите, вот, да, наша работа, да, института отвечает актуальным вот запросам, вызовам, да, времени, общества. И тут не надо забывать, что мы еще занимаемся вот повышением профессионального мастерства педагогических кадров, управленческих кадров. И здесь у нас, как вы видите, 80 человек у нас в институте, но чисто вот методистов у нас 40, преподавательского состава 40 человек. Всего. А мы должны повысить профессиональное мастерство всех вот 31 тысячи педагогических работников. И ресурсы ограничены. И мы тут приняли такое решение использовать искусственный интеллект в повышении профессионального мастерства и профессиональной компетентности учителей. Тут к нам Министерство образования Республики Саха-Якутия предложило заключить соглашение с ООО «Сберобразование». Да, и мы в октябре заключили это соглашение, чтобы более 1300 учителей, они будут загружать свои уроки в искусственном интеллекте. И называется Сбер-ассистент преподавателя. И этот ассистент преподавателя, он за 5 минут анализирует урок учителя. Например, аудиозапись включает во время урока учитель. И за 5 минут он уже получает раскладку, анализ своего урока. Чего у него не хватило, сколько минут он говорил, сколько было тишины, да? Какой тон был у учителя, говорили ли дети или только учитель говорил. Была ли целесообразна вот методика, которую использовал учитель? Вот это очень хорошее технологическое цифровое решение. Использовать искусственный интеллект. И надо вот у нас в перспективе мы хотим развить использование цифровых технологий в своей работе. У нас же в республике, в отдаленных арктических районах, к сожалению, отсутствует устойчивая связь интернета. И у нас в институте выстроено отдельное направление работы с такими школами. Мы выезжаем каждый год сами методисты в арктические районы по проекту «Учитель Арктики». Бывает такое, что сами управление образования арктических районов через посредников, через флешки мы направляем и методические материалы, но стараемся охватить всю республику методической помощью, чтобы все были возможны в получении качественного материала методического. И занимаемся там же местах не только с учителями, но и со школьниками тоже. Ну, в любом случае, на эти, опять же, да, вот и учители Арктики, и все ваши программы, это все большая масштабная работа. Практически 40 методистов, я так понимаю. Да, это есть. Ну, пользуясь случаем, вот только что сказали мои коллеги, что действительно работает и такой проект, как «Учителя Арктики», потому что выезжать туда, вы сами знаете, это очень большие расходы транспортные, такие средства всюду везде ограничены, но вместе с тем вот мы хотим здесь поблагодарить Министерство Арктики, министра
потом, что они нас поддерживают, и вместе мы с ними работаем, и благодаря их вот финансовой поддержке наш вот институт выезжает именно вот арктические улусы, и вот не только один человек там выезжает, а именно вот с целым десантом, и мы работаем не только с учителями, а работаем и с выпускниками, и с обучающимися этих школ по всем проблемам, по сдаче ЕГЭ, по воспитательной работе, работаем с родителями. То есть это такая системная, очень хорошая работа, которую мы видим по итогам, вот только что Мария Прокопьевна сказала, по итогам вот мы учебного центра видим, что эти вот наши действия приводят к тому, что все образовательные результаты, вот о чем мы говорим, качество образования у нас улучшается. Именно в арктических улусах республики. Благодаря вам. Спасибо. Вашему институту. Я хотела узнать, вот этот вот проект «Учитель Арктики», он уже сколько действует у вас? Третий, уже мы третий год. И уже вот, смотрите, результаты какой, да? Импульс, развитие. Очень хороший, эффективный. Есть такой же проект «Учитель коренных малочисленных народов Севера». Это тоже ваш проект? Да. Тоже финансируется, да, субсидией. Тоже наши учителя, наши преподаватели выезжают круглый год. И в рамках этого проекта у нас еще вот разработан проект новый. Это совместно с Министерством Арктики. Называется онлайн-образование в арктических, в том числе кочевых школах. И в рамках этого проекта мы должны были охватить все школы арктической зоны и кочевые школы. И там мы внедряем онлайн-образование. То есть как мы будем обучать детей, как будем обучать учителей, применяя цифровые технологии. Вот, которые работают в кочевых школах. Вот в этих моментах, конечно, вот как раз онлайн-образование очень востребовано. То есть применяя вот новые, да, инновационные цифровые инструменты и сохраняя наши традиции. Мы вот система образования готовит будущее поколение, чтобы устойчиво и опережающе развивалась наша страна в экономическом смысле и социальном. Да, мы еще курируем профильное обучение в школах. Сейчас по республике открываются педагогические классы, чтобы восполнить дефицит педагогических кадров. И педагогические классы тоже курирует наш институт. Сейчас у нас в республике открыто 104 педагогических класса. То есть будущие учителя. Это будут будущее, да, педагогическая общественность, скажем, нашей республики. Вот. Был прогнозный анализ был, да, и там посчитали, что через где-то к 30-му году хватить не будет более 2000 учителей. Поэтому заранее вот мы готовим этот проект, готовим будущих учителей. На опережение. Чтобы не было такого... Коллапса бы не было. И сейчас тоже по указу президента Российской Федерации по кадровому обеспечению, по технологическому суверенитету немножко обновились требования к профильному обучению. Профильное обучение, оно должно быть предпрофессиональным обучением, поэтому сейчас у нас в республике создаются сети профильных школ, открываются школы ассоциаций, то есть сетевые программы, есть возобновили действующие когда-то сетевые школы, и сейчас мы видим, да, вот профильное обучение у нас в республике в виде вот такой вот сети, чтобы каждая школа, они общались между собой, чтобы у нас в республике была площадка, единая площадка для реализации качественного уже профильного будущие обучения. кадры. Да. Например, Потому МВД-классы, IT-классы, да? Да. Алроса-классы. Да. Фирменные классы открываются. Сейчас со стороны уже Министерства сельского хозяйства Российской Федерации запускаются федеральные проекты кадровый агропромышленный комплекс по данному проекту. А у нас в регионе уже с 1988 года действует агрошкола, то есть наша республика, она оказалась впереди, да, планеты всей. Опережаем. Но вот эти федеральные требования сейчас мы должны уже под наши традиции, нашей республики полностью внедрить.
А делать это в сетевом формате гораздо проще и удобно в организационном плане. Да, ну, в профильной школе внимание всегда уделялось. Но сейчас еще вот они, почему вот мы такое большое внимание, потому что это, опять же, вот как сказано было, это вызовы такое, наши вызовы, совсем современные такие требования. И здесь я просто хочу подчеркнуть, что именно вот по профильному, как раз вот по профилизации очень много направлений. Вот сегодня мы сказали, педагогическое образование, агрошкола, агрокласс и так далее, включая все направления, учитывая все способности наших детей. И тут мы вот оказываем методическую помощь нашим школам, поэтому разработали готовые такие кейсовые решения, скажем, да, методические вот такие инструменты. И заходя на наш сайт, любая школа по любому направлению профильному может взять любую образовательную программу, планы, то есть готовый пакет документов, включая все и все. Поэтому заходите на наш сайт института, посмотрите, все это, и все методические рекомендации, разработки, все имеются на нашем сайте Института развития образования и повышения квалификации имени Семена Николаевича Донского II. И вот смотрите, 87 лет назад, да, Семен Николаевич Донской II, открыв педагогический кабинет, это практически в 30-е годы же прошлого столетия. Да, это его именем. Он был первым, вот как, ну, если по нынешним пониманиям, это первый министр образования. Тогда был нарком просвещения Якутской ССР. Поэтому у него эти идеи, и вот эти его идеи претворились в создание нашего института, и благодаря его вот таким глубоким системным таким пониманию, системному развитию системы образования, поэтому вот и было присвоено его имя нашему институту. Сохранением нашей культуры и нашей традиции вы продолжаете эту работу, несмотря на все на все годы, все изменения, которые проходили у нас в нашей стране. И у нас вот буквально осталась минута до конца нашей программы. Хочу поздравить вас с 87-летием. Спасибо. С Днем родного языка и письменности. И хочу пожелать вам большой, плодотворной и благодарной работы. А вы можете передать привет учителям, которые, наверное, будут очень рады видеть вас в экране. Буквально 40 секунд у нас осталось. Ну, у нас, да, дорогие наши учителя, коллеги, наверное, они всех нас уже узнали, и мы очень рады всегда встречаться с ними вновь и вновь, и всегда приглашаем, у нас все двери открыты, и мы, конечно, всегда стараемся соответствовать тем вызовам, которые диктует наше время. Да, наше время. Спасибо большое, спасибо, что приняли приглашение, пришли к нам, рассказали про свой институт, и до новых встреч. До новых встреч. Спасибо.